Bitter Winter опубликовала свидетельство одного из жителей Восточного Туркестана, который предоставил информацию о концентрационном лагере, расположенном в городе Яркент. На фото и видео, записанных издалека, поскольку лагеря находятся под жестким контролем и пристальным наблюдением китайских военных, отчетливо видны баррикады, ограждения из колючей проволоки и вооруженные силы, охраняющие огромные железные ворота. Согласно информации анонимного свидетеля, во всех селах Яркента, число которых составляет 29, есть по меньшей мере один лагерь, в каждом из которых содержится более 1000 заключенных. Кроме того, было отмечено, что главной задачей офицеров, работающих в лагере, состоит в том, чтобы изменить умы заключенных и привить им учение коммунистической партии. Стало известно, что тестовые наборы, которые Китай отправил в Испанию и Чехию в рамках борьбы с коронавирусом, оказались нерабочими. Медицинское оборудование из Китая было протестировано в лабораториях двух стран. Количество ошибок в работе тестовых наборов составило 80%. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что правительство Китая направит в Европейский Союз 2 миллиона хирургических масок, 200 тысяч масок N95 и 50 тысяч тестовых наборов для борьбы с коронавирусом. Испанские эксперты и микробиологи, которые продолжают свои лабораторные исследования, заявили, что наборы, полученные из Китая, выдают очень много ошибок. Испанские СМИ сообщили, что тесты точны только на 30%. Аналогичное заявление поступило и из Чехии. Выступая после кризисного совещания, микробиолог Павла Сверчинова сказала, что уровень ошибок комплектов составляет 80%. Согласно информации, опубликованной на сайте Worldometers.info, США обошли Китай по количеству инфицированных. В общей сложности в Соединенных Штатах было зафиксировано 81 946 случаев. После США и Китая наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Италии и Испании. Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию на ежедневном брифинге по борьбе с эпидемией COVID-19, который прошел в Белом доме. Трамп сообщил, что намерен провести телефонные переговоры с главой Китая. Президент США подчеркнул, что большое количество случаев коронавируса в США было выявлено благодаря своевременным тестам. Что касается Китая, то сколько тестов они провели, неизвестно, сказал Трамп. На вопросы журналиста относительно выражения «китайский вирус» Трамп ответил следующим образом: «Я думаю, что настало время, когда мы должны определять вирус именно этим названием». Во время саммита лидеров стран-участниц «двадцатки», которые собрались для рассмотрения ситуации с пандемией коронавируса, единогласным решением было одобрено предложение выделить для мировой экономики $5 триллионов. Лидеры отметили, что для борьбы с эпидемией необходимы координация и глобальные меры. Глава Всемирного банка Дэвид Малпес, который присутствовал на саммите, сообщил о том, что для устранения последствий эпидемии был подготовлен дополнительный пакет. Вчера я представил Совету пакет экономической поддержки на сумму $160 миллиардов, которые будут выделены в течение 15 месяцев, подчеркнул глава Всемирного банка. В то время как в США ведется судебное расследование в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американские власти выделили $15 миллионов в обмен на информацию, которая поможет задержать его. В письменном заявлении Государственного департамента США сообщается, что Министерство юстиции США подготовило обвинительный акт против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других лиц, находящихся под управлением венесуэльской администрации, за участие в международной торговле наркотиками.